Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Прямо сейчас, что происходит у вас за спиной, а вы и не видите, и не знаете. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Интриги. Тут прям интриги вышли. Какая-то женщина неприятной наружности, вот прям неприятный человек, и выглядит неприятно, и голос противный, и подача такая отвратительная, плетет интриги за вашей спиной. Как будто бы сама она вас боится, но руками других людей пытается кидать ножи в вашу сторону, особенно вот в спину вам кидать. Какая подлая. Чем-то, знаете, похоже на лягушку, на жабу похоже. Каких-то людей подбивает на то, чтобы они вам навредили, ну, либо как-то плохо с вами поступили. Она им какие-то неправильные вещи говорит. Нет, не то чтобы неправильно. Она их обманывает относительно вас. Она их обрабатывает, настраивает против вас. То есть вплоть до того, что она говорит, что сделай первый, иначе тебе прилетит. Да? То есть она говорит, что это вы плохое затеяли. На самом деле это она плохое затеяла. Знаете, вот недолго ей осталось. За ней ангелы наблюдают. И я думаю, что скоро ее остановят. Если в вашем окружении какие-то люди стали смотреть на вас косо, либо перестали здороваться, либо здороваются сквозь зубы, либо дистанцируются от вас, знайте, что это проделки этой женщины. Сама она вас очень сильно боится. Прям очень панически боится. Посыкивает периодически, когда вы близко подходите, либо где-то рядом проходите. Но при этом решила чужими руками вам навредить. Но небеса все видят, ей это с рук не сойдет. Вам ничего делать не надо. Просто не берите близко к сердцу, если какие-то люди перестали общаться, либо говорят сквозь зубы. Поверьте, до них все дойдет. Скоро они ужаснутся от того, на что они подписались. Ну, либо как сильно они ошиблись в этой женщине, которая их подбивает вредить вам. Все скоро станет на свои места. Не обращайте внимания. А этой женщине скоро прилетит. Небеса уже за ней наблюдают. И тут буквально остались считанные, может, часы, дни до ее расплаты. А расплата у нее будет достаточно жесткой. Вы все это узнаете, вы все это поймете. Что интересно, она же вас обвинит, да? Скажет, что это из-за вас, что это вы там что-то намагичили. Да, подбивает людей против вас. А сама вас очень сильно боится. Дальше показываю человека, который перед вами виноват. Может быть, какой-то конфликт случился, либо выяснение отношений, а может еще что-то, может обманул вас этот человек. Чувствует свою вину, хочет все исправить. Человек будет предпринимать какие-то действия, шаги в вашу сторону, лишь бы вас задобрить и исправить ту ситуацию, которая между вами случилась. Вы этому человеку очень нужны. И человеку очень плохо без вас. Вот прям, не хватает вас. Если это конфликт на работе, то человеку очень туго приходится на работе, потому что вас нет. Вы раньше эту работу делали, либо вы там помогали, подсказывали, а теперь все. Сидит и чешет себе макушку. Да, будет идти на какие-то меры, лишь бы с вами помириться, договориться. И еще я вижу, что этот человек больше никогда не будет создавать вам проблем, будет всячески избегать того, чтобы вы поссорились. У кого-то мужчина, у кого-то женщина. Примирение уже рядом.
Хотя вы в этом примирении и не нуждаетесь, скорее всего, вообще об этом не думаете. Но этот человек уже что-то задумал и уже предпринимает какие-то действия. Вот лишь бы вас вернуть, лишь бы с вами помириться, договориться. Так оно и будет. Дальше еще показывают человека, далеко от вас находится. Это человек какой-то документ получил, либо вот-вот получит какой-то важный документ. Благодаря этому документу человек может к вам приехать. Может быть, это билет, а может быть, это увольнительное, может, еще что-то. Но вот скоро получит, либо уже получил и к вам приедет. Человек хочет сделать вам сюрприз. Угу. Так что готовьтесь, скоро сюрприз у вас будет. Не могу сказать, когда конкретно приедет, но вот с левой стороны прям удивительный сюрприз для вас. Человек вот понимает, что да, сюрприз вам сделает, хочет все в лучшем виде оформить, да, чтобы вы прям и удивились, и ахнули, и порадовались. Какой-то подарочек вам несет, везет, либо уже приобрел, может, уже приметил. Да. Но если там билетов на руках нет, то еще приобретет, приметил. А если уже билеты на руках, и этот документ, который я вижу, это именно билеты, то подарочек уже есть. Подарок, кстати, очень хороший будет. Вам точно понравится, вы оцените. Дальше, мои хорошие, есть человек, который для вас какие-то письма пишет, но не отправляет. Этот человек считает, что дороги назад в прошлое нет. Но и в будущее тоже дорогу не видит. Как будто бы этот человек пишет в стол, да, написал и положил в стол. Очень много драмы здесь показано и очень много боли, сердечной боли показано. И также я вижу, что этот человек буквально страдает от того, от чего заставлял страдать вас. Очень похоже на вашего бывшего, либо мужчину, который вот обманул, предал, как-то так, знаете, некрасиво с вами поступил. А теперь буквально это же происходит с ним в его жизни, но в каком-то более кошмарном сценарии мне идет. И этот человек, хотел бы с вами поделиться, да, написать, что он теперь вас прекрасно понимает, потому что сам с таким столкнулся. Но знает, что вы не будете читать, а может, писать-то некуда, да, может, вы его там везде заблокировали. И вот вы не знаете об этом, не знаете. А если бы узнали, вы бы точно одобрили, да, потому что у вас до сих пор болит из-за этого человека. То есть если человек вас предавал и обманывал в отношениях, то сейчас он сам предан и обманут. И если человек там как-то позволял себе неприличные вещи, то сейчас с ним такое происходит. В общем, буквально оказался в вашей шкуре, но в каком-то более худшем сценарии. И хотелось бы рассказать, хотелось бы сказать, что теперь я все понимаю, да, до меня дошло, но не может вам отправить, либо просто везде заблокирован, и никак ему об этом вам не сообщить. То есть этому человеку вернулось его зло. Причем, я так понимаю, высшие силы еще там добавили, накинули сверху, чтобы жизнь малиной не казалась. Угу. Да, с ним то же самое сейчас происходит. Если вы мужчина и вас женщина обидела, то с женщиной такое происходит. Дальше. Показывают у кого-то на работе человека, который точит на вас зуб. Человек считает, что вы выскочка, человек считает, что вы карьеристка, либо карьерист. И человек считает, что вы по головам идете, да? Идете по головам. Этот человек затаился, но в глаза такие, знаете, как буравчики, да, вот колючие глаза. И вам сердце подсказывает, да, что что-то с тем человеком не так. Как-то странно он на вас смотрит волком, да, говорят, волком смотрит. И я бы на вашем месте немножко дальше от этого человека находилась. Почему? Потому что человек, возможно, даже психически неуравновешенный и может буквально со скандалом на вас накинуться. Если где-то что-то там покажется, может накинуться, может спровоцировать скандал, ссору может спровоцировать. И еще такую вещь скажу, что человек это долго на этой работе не продержится. Почему? Потому что скоро, знаете, вот как нерв, да, заиграет, и этот человек уйдет по собственному желанию. Буквально напишет, да, заявление, там со всеми переругается, скажет: ох, вы сволочи, вы не оценили моих способностей, моего таланта не оценили. Я этим заниматься больше не буду, да, на вас работать я больше не буду.
что-то не так с психикой у этого человека. Поэтому я и советую вам держаться подальше. Ну, если человек просто там завистливый, злой, то понятно. А если человек психически неуравновешен, нездоров, то лучше, конечно, держаться подальше. Ну вот вижу, что будет большой скандал. Это человек прям с такой помпой, с таким выходом уйдет, уволится с работы, что потом очень долго все будут вспоминать и даже немножко содрогаться при воспоминаниях этих. Да, может, даже полицию будут приглашать для того, чтобы утихомирить данного персонажа. Это может быть и женщина, и мужчина. Может быть, и на всех точит зуб, понимаете, не только на вас, но и на всех. Но вас конкретно предупреждаю. Глазки маленькие, глубоко посаженные и очень-очень колючие. Неприятный человек, неприятно контактировать. Даже вот рядом находиться неприятно. Какая-то вот очень холодная энергия от этого человека идет. И еще какой-то запах затхлый. Знаете, вот как старьем пахнет. Либо чем-то таким, знаете, ну неприятным, не свежим. Вот, это тоже вам такая наводочка, кто это. Хотя я думаю, что вы и так поняли, кто. Нездоровый человек, не вступать в конфликт, держаться подальше, и скоро все само собой уляжется. Да, этот человек уйдет. Дальше показывают, что вам что-то торжественно передарили. Извините, но скажу как есть. Почему я об этом говорю? Потому что это очень важно. Вам торжественно подарили какой-то, как сувенир, наверное, либо что-то вот подарили и сказали, что это прям для вас выбирали, что это какая-то суперценная и важная вещь, там целую историю, да, вам рассказали. Но на самом деле это что-то передаренное, и передаренное с такими вот, знаете, хитрыми помыслами, грязными помыслами. И также на вещь могли что-то нашептать. Как только этот подарок оказался в вашем доме, закрутилась такая негативная воронка, которая начала вытягивать вашу удачу. Вот ваш клевер, он попадает в эту воронку. И либо надо куда-то подальше убрать этот подарок, либо, ну, лучше, конечно, избавиться. Подарил вам лицемерный человек, от которого вы не ждали подарка, да, вот вы не ждали, вот понимаете, вот этот человек мне подарит, а этот не подарит, а этот, значит, кто не должен был дарить, подарил, и у вас такая еще мысль была, да, ничего себе, вот эта щедрость, да, с чего это этот человек дарит мне подарок, а со злым умыслом передарили, во-первых, чужой подарок, а во-вторых, что-то на него нашептали. Вот у кого в последнее время дикая усталость, сдают нервы, дома что-то падает, ломается, рвется, люди ссорятся, вы себя как-то вот чувствуете, как будто бы вы нездоровы. То есть такие симптомы, что вы там простудились, либо у вас что-то болит. На самом деле ничего нет, там анализы ничего не показывают. Вот у вас точно такая воронка образовалась. И этот подарок вы точно знаете, потому что этот человек, вы от него не ждали. Ну, как бы не те отношения у вас с этим человеком. Может, вы очень много ссорились, ругались, может, натянуты, может, свекровь вам что-то подарила. Ну, либо там, не знаю, там как-то конкурентка. Лучше от этого подарка, конечно, избавиться. Вы можете поэкспериментировать. Если у вас дома есть маятник, либо рамки, вы можете продиагностировать все подарки, которые вам были подарены. Это очень легко сделать. Для этого ничегошеньки не надо, кроме самого маятника, либо рамок. Просто над каждым подарком, да, задаете вопросы, от сердца ли, несет ли мне негатив этот подарок. И все понимаете. Жалеть не надо такие подарки, потому что вас явно никто не жалеет, и нужно от этого избавляться. Такое вот прям важное предупреждение. Ваш клевер в воронку попадает и затягивает. От этого вы себя плохо чувствуете, от этого у вас проблемы в доме, от этого вот негатив, он набирает обороты и разрастается. Как только вы уберете этот подарок из своего дома, сразу все у вас стабилизируется и улучшится. Дальше показывают человека, который вам рассказывает, что нет работы, я на работу не могу устроиться, на работу меня не берут, там конкуренция, рынок труда обвалился. То есть всякие такие грустные вещи рассказывают. На самом деле этот человек что-то задумал. Задумал в плане, вот хочется крутую работу, хочется высокооплачиваемую работу, хочется такую работу, чтобы вот прям похвастаться, да. Человек очень высокого мнения о себе, о своих способностях,
но при этом человек абсолютно не конкурентоспособен, да. И да, возможно, человека и не берут на работу, потому что слишком себя пафосно подает, да. Немножечко попроще, и тебя точно возьмут на работу. Ну, а этот человек не рассказывает же, как он проходит там интервью, собеседование, но рассказывает вам, что вот меня не берут, потому что рабочих мест нет. На самом деле рабочие места есть, и можно устроиться на работу хоть завтра. Но слишком много пафоса, слишком много вот этого раздутого эго, и поэтому, да, на работу не берут. Надо быть попроще. И опять же, я вижу, что пока у этого человека есть какие-то средства, либо кто-то помогает этому человеку средствами, на работу человек не пойдет, будет ждать, пока ему топ-менеджера будут предлагать. Ну, сами понимаете, да, никто такую должность ему так с кондачка не будет предлагать. Вот надо как-то пожестче с этим человеком, либо поставить какой-то ультиматум, условия, да, вопрос ребром. Либо ты устраиваешься на работу, либо кушай, что хочешь, да. Либо содержи себя, например, сама, либо сам. Ну, это обман, понимаете, это обман. Так не должно быть. Особенно если это не чужой вам человек, да, близкий, родной. Это неправильно. Так, у кого-то ребенок имеет свои секреты, детские секреты. Но сразу хочу предупредить, что ничего криминального там нет. Ну, просто, да, есть свои секреты. И эти секреты где-то хранятся. То есть, если вам интересно, я сейчас выдам вашего ребенка, то можно поискать, и вы найдете. Как в чем-то положено, сложено, может, какая-то коробочка, либо что-то такое. Детские секреты. Кто переживает за личную жизнь своих детей, взрослых детей, не переживайте. Не переживайте, ваш ребенок умный, умная, да, дочка, если не хочет вляпаться в какую-то грязь, поэтому предпочитает быть один либо одна, ну, в поисках своего идеального человека. То есть вот иногда родители могут переживать там за ориентацию, да, могут переживать за то, что ребенок так останется один. Нет, нет. Просто ваш ребенок знает, чего хочет. И не желает тратить себя, свое время, свои нервы на недостойных партнеров. Ваш ребенок найдет свою половину. Пусть не в самое ближайшее время, но точно найдет. И хорошего человека найдет. Вот, там не придумывайте всякого разного и не слушайте никого, потому что есть такие люди, могут что угодно наговорить. Все хорошо с вашим ребенком, все правильно с вашим ребенком. И ребенок у вас очень правильный. Дальше. Показывают женщину беременную. Она как будто бы своим животом шантажирует мужчину. Вы знаете, живот у нее какой-то не настоящий, да? Либо она не беременна, а все это, знаете, такое фейковое, либо она беременна совершенно от другого человека. Не могу сказать, какое это имеет отношение к вам, но это точно обман. Там есть обман. Не беременна в принципе, либо беременна от другого человека. И животом своим она как будто бы торгует, да? Шантажирует. Это очень некрасиво, и высшие силы такое не любят. Да? Нельзя это делать, особенно спекулировать на детях, шантажировать детьми, принуждать из-за беременности. Нет, так нельзя. И ничего хорошего эту девушку не ждет. Это очень деструктивная позиция. Вот. Ну а вам подсказка, да? Можно ведь ее куда-то в какой-то центр отвезти, там, акушерство, гинекологию, да, чтобы при вас ее осмотрели. И также можно, не знаю, как там сказать ей, что да, будет генетическая экспертиза, как ребенок родится. Тоже можно. Хотя, может быть, ей это и надо, да, вот прям, чтобы беременность ее поддерживали, кормили, содержали. Потом родит и к настоящему отцу ребенка уйдет. Но мне не нравится то, что я вижу. Мне не нравится. Так, если врет, то полбеды, а если ребенок от другого, то это уже прям, да, серьезно. Опять же, ребенок ни в чем не виноват. Это непутевая женщина, и ничем хорошим она не закончит. Дальше. Вижу какую-то вашу родственницу, такая, знаете, при деньгах,
Деньги очень любит. Деньги для нее прям все. Эта женщина, она очень плохо к вам относится. Почему-то она вас как-то не взлюбила, изначально как-то не взлюбила. И что бы вы ни делали, вот хорошее, положительное, она всегда воспринимает, что вы хотите там подлизаться, вы хотите перетянуть на себя одеяло, вы хотите себя показать в лучшем свете. Я вам так скажу, вы зря пытаетесь к этой даме найти подход. Она того не стоит. Все, что вы делаете, оборачивает против вас. Все против вас оборачивает. Настраивает родственников против вас. Она во всех грехах вас винит. И все то хорошее, что вы ей даете и делаете, она этого недостойна, она этого не заслужила. Это никак не улучшит ваши отношения, только наоборот станет еще большим поводом к зависти. Да, мне идет, что она вам очень сильно завидует. Чем дальше вы от нее, а она от вас, тем лучше и проще и спокойнее. Все равно вы ничего не докажете. У нее нет восприятия вас. Либо только лишь восприятие в абсолютно негативном формате. Вот не взлюбила. Есть такое слово, да, понятие не взлюбила. Вот она вас не взлюбила, и все, она придерживается этой линии. Какая бы вы ни была, какой бы вы ни был, бриллиантовый, золотой, рубиновый, все равно вы ей не угодите. Зависть. Зависть и не взлюбила, да. То есть что, не обращайте на нее внимания, и все. Так, еще вижу женщину, которая как договаривается за вашей спиной по поводу вас и вашей ситуации, может, каких-то ваших проблем. Пытается за вашей спиной что-то решить, либо чего-то добиться для вас. Очень хорошая женщина, может, это ваша мамочка, может, подруга, может, сестренка, но вот ведет активную работу. Пока у нее не очень хорошо получается, но она не сдается, и она своего добьется. Не сейчас, но чуть позже, возможно, в следующем месяце от нее придут очень хорошие новости. Она буквально вот как оживляет вас. Энергия такая, вот знаете, жизни, весны, рассвета. Вот умничка, умничка женщина. Может, вы даже не так часто общаетесь, может быть, она сама себе решила вам помочь, но она это сделает. Она такой человечек пробивной, она это сделает. Сейчас вот почему-то она с кем-то говорит, с разными людьми, и люди вот так руки расставляют, типа мы ничего не можем сделать, либо мы ничем не можем помочь, у нас ничего нет. Но она найдет правильных людей, либо дождется правильного времени, и вот благодаря ее усилиям для вас что-то хорошее случится. Очень вам повезло, что такая женщина есть в вашем окружении. И еще вам показывают мужчину. Мужчина, не знаю, то ли ухаживает за вами этот мужчина, а у вас к нему сердце не лежит. Ну вот прям вроде и хороший, да, вроде и замечательный, а вы прям чувствуете, что что-то не так, не мое. Вот не могу, вот никак не прилегает ко мне. А вы знаете, это ваша интуиция, которая говорит, что этот мужчина, он маску носит. Вообще он не идет злодеем, не идет, он, знаете, кем таким агрессором, идет. Сейчас не буду вас пугать, да, но мне идет, что он жестокий человек, да. И, скорее всего, ваше сердце это чувствует и вас уводит от этого мужчины. Смотрите, если бы это был ваш человек, и все бы было вот прям, идеально, понятно, что вы бы были вместе, у вас были прекрасные отношения, вы бы там поженились, все у вас было хорошо. Но он за вами ухаживает, вроде такой весь приличный со стороны, но ваше сердце вам говорит, что нет, это не он, и не хочу, он даже раздражать вас начинает. Хотя он хорошо относится, да, но вы такая, он противный, он все. Да, это ваша интуиция вас от него уводит, потому что он не тот, за кого себя выдает. Агрессивный человек и склонен к жестокости. Поэтому прислушайтесь к своей интуиции и сделайте правильный вывод. Если прям сложно, да, может, вас кто-то подбивает и говорит, он такой классный, да, зачем ты с ним не в отношениях, сходите, например, к кому-то, кто вам погадает, допустим.
да, чтобы убедиться, так это или не так. Ну, идите только по живым отзывам, да, где вот вам четко скажут, что человек гадал, и все сбылось, да, либо четко дал информацию. По рекламам ходить не стоит. Вы почему-то считаете, что ваше время ушло, что песочные часы остановились. Но на самом деле вы ошибаетесь. Я вижу, что у вас времени еще предостаточно, больше, чем можно себе вообразить. Вот, может, это касается какой-то ситуации, может быть, это касается вашей работы, вашей личной жизни. Времени еще очень много у вас впереди. А то, что вы сами себе придумали, так это не так. Это не так. Песочные часы ваши, они не остановились и не разбились. Они идут и будут идти еще очень-очень долго. Не ставьте на себе крест, дайте себе шанс, живите здесь и сейчас. В самом венце показан меч. Меч — это решение. Сейчас кто-то принимает решение относительно вас, вашей судьбы, вашего будущего. Возможно, это высшие силы, возможно, это какие-то люди, властимущие люди. Но решение принимается. И судя по тому, как показан этот меч острием вверх, решение будет положительным, хорошим, плюсовым. Вам скажут «да», либо вас куда-то позовут, пригласят, что-то вам дадут, вручат. Да? Вот хорошее решение. Вы об этом решении узнаете, но узнаете ближе, наверное, к концу следующего месяца, да, весной где-то узнаете, в начале весны. Это решение, которое действительно прям позволяет вам начать новую жизнь. Может быть, это касается каких-то документов, может быть, касается вашей личности, может, касается работы, может, еще чего-то касается, но решение будет положительным. Там какой-то бюрократический процесс, очень долгий, очень такой, знаете, муторный. Для вас это будет приятным сюрпризом. Более чем приятным сюрпризом для вас это будет сродни чуду, да, когда вы узнаете, а вы точно узнаете. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.